Вирус папилломы человека. Он самый агрессивный, да, и чаще всего вызывает у женщин рак шейки матки. В 90% случаев обнаруженных рака шейки матки первая причина идет вирус папилломы человека. Наследственный фактор мы никогда не можем снимать с счетов. Если по женской линии рак молочной железы, любая онкология по женской линии, к сожалению, передается дочерям, внучкам, ну и так далее. В Таджикистане увеличилось количество патологий беременности после перенесенного коронавируса. По вашим наблюдениям, это так? Да, особенно в пандемию весной 2020 года обнаружилось очень большое количество неразвивающихся беременностей или беременности закончили самопроизвольными выкидышами. Ой, простите, извините, я только спросить. Добрый день, это очередной выпуск цикла «Я только спросить». Эта фраза чаще всего произносится в поликлиниках. Наши гости – врачи. Этот цикл мы пишем совместно с медицинским центром Фараби. И сегодня у нас в гостях Маргарита Давлет-Мамадова, гинеколог центра. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о женском здоровье. Зачем идти к гинекологу, если ничего не беспокоит? В профилактической целью. Это обязательно, потому что желательно раз в полгода, а вообще раз в год. Почему? С какой целью? Для того, чтобы выявлять ранние проявления каких-либо заболеваний. То есть это могут быть воспалительные процессы, в силу того, что у нас иммунитет в течение года и осенью, и весной может снижаться. Мы заболеваем гриппом, переносим какие-либо другие заболевания, поэтому частота воспалительных заболеваний учащается. Поэтому желательно все-таки, чтобы раз в полгода, а так, в принципе, можно в год, если совершенно ничего не беспокоит. Но это бывает очень редко. В очень редких случаях, да, как правило, все-таки желательно раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать свой организм на должном уровне. А с ребенком, с девочкой, когда нужно будет прийти первый раз к гинекологу? С девочкой я все-таки считаю, что с самого рождения, с момента рождения девочки уже мать должна более внимательно, с большим вниманием отнестись к здоровью своей девочки. Почему? Потому что уже с момента рождения у девочки начинают функционировать яичники. И очень бывает много случаев, когда у девочки появляется сразу после рождения кровянистые выделения. Тогда очень часто женщины прибегают на консультацию к гинекологу, потому что это начинает очень сильно беспокоить. И с этого момента всегда женщина должна отнестись с должным вниманием. Почему? Потому что уже с момента, как девочка 2 годика, 3 годика и идет уже в общественный садик, там, где находится большое количество детей, очень часто жалобы на выделение из половых путей. Это могут быть причины глистной инвазии, что чаще всего происходит именно в детских садах. Поэтому мать всегда тоже с жалобами приводит к гинекологу, так как ее это очень сильно беспокоит. Необходимо искать детского гинеколога или достаточно того, кому доверяет мама? Достаточно доверенного врача. Достаточно. И только в силу тех причин, когда уже в более старшем возрасте начинаются какие-либо кровотечения, тогда обязательно консультация детского гинеколога. А кровянистое выделение у новорожденной девочки – это вообще норма? Да, это норма. Мы просто под наблюдением, чтобы исключить в последующем образование каких-то там онкологических, например, заболеваний. Тоже не исключено. И у новорожденных детей тоже бывают онкологические заболевания. Вирус папилломы человека. Он самый агрессивный, да, и чаще всего вызывает у женщин рак шейки матки. В 90% случаев обнаруженных рака шейки матки первая причина идет вирус папилломы человека. Когда надо скрининг делать на него? Скрининг желательно проводить всем. Но если жалоб есть уже на выделение, если у женщины обнаружены заболевания, передающиеся половым путем,
хламидиоз, микоплазмоз или уже носитель вирусов цитомегаловирус, вирус простого герпеса, тогда особенно, то есть это группа высокого риска, которая должна этот скрининг проходить. Или когда, может быть, даже женщина сама не заметит, что у нее есть наличие кандилом в области гениталий, когда это может увидеть только врач. Или уже увидеть в области и влагалища, и поражений шейки матки, тогда это только может заметить гинеколог. И уже тогда необходимо будет провести скрининг. Анализ по цене, по стоимости, конечно, не дешевый, так как желательно проводить на все типы. В чем сложность определения или найти, обнаружить тот тип? Потому что вирус папилломы человека, он имеет около 270 типов только самого вируса папилломы человека. Поэтому на сегодняшний день то, что у нас есть такая возможность проводить эти скрининги, приходится делать на все типы, потому что все типы считаются онкогенными. В той или иной степени высокоонкогенные, средней степени и низкой онкогенности, но они все онкогенные. Поэтому желательно проверить для того, чтобы в будущем предостеречь от образования рака шейки матки. Так, что из себя представляет скрининг? Это соскоб? Совершенно верно. Это ПЦР-тест на скрининг. Это делается соскоб, то есть берется материал с эпителий шейки матки, с влагалища, с кожи, например, если поражена кожа гениталий, и он более достоверный. Здесь у нас есть вопрос от нашей слушательницы. И она пишет, что недавно приходила к нам медсестра и попросила женщин семьи от 25 до 50 лет подойти в поликлинику для прохождения теста на определение потенциального рака шейки матки с помощью йода. Было бы полезно услышать. Есть такое возможно. Врач может в поликлинике до того, как отправить на обследование кольпоскопии, хотя сейчас во всех поликлиниках есть врачи кольпоскопии, но предварительно сделать эту пробу они могут. На каком основании? Потому что клетки, которые не поражены, они впитывают йод. То есть содержание гликогена в них в достаточном количестве. Клетка не изменена. Если же клетка мутирует и в ней происходят какие-либо изменения, она гликоген, содержание становится меньше, соответственно, эти участки, они не воспринимают йод. Они не окрашиваются. Да, они не окрашиваются. То есть, в принципе, это уже подозрение на какие-либо заболевания. Нет, не всегда именно на рак, потому что такие изменения может давать и обычный воспалительный процесс. А потом уже нужно будет идти более детально. Да, будет направлено на консультацию врача-кольпоскописта. Сама по себе процедура кольпоскопии пугает многих женщин. Да, название даже пугает. Но бояться этого не нужно и волноваться, что это будет что-то сложное или болезненная процедура. Нет, это как обычный осмотр происходит, и доктор просто пользуется бинокуляр, то есть это микроскоп, в который мы смотрим и уже видим увеличение клеток во много раз. То есть увидеть какие-то изменения в эпителии нам будет более доступно именно в увеличенном размере. Но ведь можно же обезопасить себя от заражения вирусом папилломы человека вакциной. Можно, да. На сегодняшний день это существует, разработана такая вакцина, называется она Gardasil. Вводится она девочкам, начиная с возраста с 9 лет и до 26. Но это в первоначальном варианте. Сейчас уже есть и Gardasil 9. Gardasil 1, который был разработан, это 4-валентная вакцина, которая действовала только на 4 типа. На 16-18 тип и 6-11 тип. Всего их 270. Да, а Gardasil 9, он уже действует на 9 типов. Ну, таких, если выбрать самых онкогенных, то есть высокоонкогенные типы. И возраст вакцинированных уже увеличили. Если раньше было с 9 до 26, сейчас уже до 35, до 45 лет. А почему так рано делают вакцину? С расчетом пока, на что? Когда была разработана первоначальная вакцина, она была с расчетом на то, что для девочек те, кто еще не ведут половую жизнь.
и эффект считался лучше. С момента, когда уже девушка начинает жить половой жизнью, соответственно, процент эффективности может снижаться. Из-за того, что уже она может быть заражена. Совершенно верно. Делает у нас? Пока нет. Пока нет, потому что стоимость этой вакцины, сумма большая, и во многих странах берет это на себя государство, часть оплачиваемая, поэтому оно вводится в календаре прививок. Но, к сожалению, это не во всех еще странах мира, в силу того, что это высокая стоимость. Только в частном порядке. Угу. Ну, можно, в принципе, заказывать, насколько я знаю. Да, конечно. В Таджикистане. Конечно. В Таджикистане очень большое количество мужчин в трудовой миграции. Иногда мужчины могут вернуться с букетом заболеваний. Как уговорить мужчину для того, чтобы он перед тем, как... вот как бы это покультурнее выразиться? Многие мужчины, отдать должное, за последние десятилетия, они все-таки пришли к тому, что это очень важно, так как они в будущем будут планировать беременность, а потомство, чтобы рождалось здоровым. Иначе получается такая ситуация, что деточки рождаются с аномалиями, с различными пороками развития. И в силу этих обстоятельств наши мужчины сейчас относятся к этому все-таки более лояльно и прислушиваются к мнению врача. И когда женщина приходит на прием, и мы объясняем, что необходимо, чтобы муж сдал определенный перечень анализов, в большинстве случаев на сегодняшний день они соглашаются. Да, бывают очень редкие случаи, когда они не соглашаются. Тогда мы объясняем женщине, что ей необходимо будет с момента его приезда предохраняться и использовать барьерный метод контрацепции, презервативы, чтобы давать хоть какую-то защиту. Есть определенные средства, хлоргексидин, мирамистин, чтобы после контакта использовать, чтобы дать хоть какую-то защиту пока для себя. И желательно все-таки, чтобы он прошел полный перечень анализов и только потом планировать беременность. Потому что если она не будет защищать себя, то в будущем, если вдруг подтвердится вирус папилломы человека, впоследствии это может привести к раку шейки матки. Ну, кстати, помолодела. Потому что эрозия шейки матки, если я не ошибусь, наверное, 60-70% наших женщин страдают эктопией. Это эрозия шейки матки, которая образуется уже в результате родовых травм, в результате частых воспалительных процессов, которые происходят в области влагалища, матки. Поэтому эктопия, она идет уже как магнит, то есть она притягивает на себя все бактерии, все вирусы. И впоследствии, спустя через какое-то время, иногда в среднем идет от 2 лет до 10 лет, конечно, развитие рака шейки матки, но может это все произойти и быстро. Не исключена наследственность. Наследственный фактор мы никогда не можем снимать с счетов. Если по женской линии рак молочной железы, любая онкология по женской линии, к сожалению, передается дочерям, внучкам, и так далее. Поэтому в этом случае, тем более группа высокого риска, она должна отнестись к этому более серьезно. А не так, когда вдруг получается, что умирает близкий родственник или умирает соседка. Это наших женщин. То есть не то, что наша информация по телевидению, или когда мы пытаемся на приемах объяснить, что это необходимо, почему-то наши женщины больше пугает их смерть близких, и тогда они все начинают приходить к гинекологу. Доктор, пожалуйста, помогите, мне надо обследоваться. Вот молодая женщина, 30, 35, 40 лет, к сожалению, случилась вот такая трагедия. Я всегда удивляюсь, я говорю, а почему должна была случиться трагедия, чтобы вас привести к врачу? Почему нельзя было сделать это раньше? Или прийти на этот осмотр раз в год, раз в 6 месяцев? Я думаю, что это не так сложно. Как лучше не допустить нежелательную беременность? На сегодняшний день существует очень много видов контрацепции. Если когда-то еще 20-30 лет назад, к сожалению, было очень мало методов, то на сегодняшний день их очень много. Это и внутриматочные спирали,
несколько видов. Это и оральные контрацептивы, это барьерные методы, большое разнообразие. Поэтому желательно все-таки прийти к врачу-гинекологу и посоветоваться. Врач-гинеколог предложит существующие на сегодняшний день виды контрацепции, и уже вместе с женщиной будут подбирать индивидуально, кому что подходит, какой метод. Не всем подходит. Конечно, конечно. То есть это все уже будет решаться в зависимости от того, да, женщина где живет, насколько далеко, в каких условиях и какой метод ей будет удобен в силу ее здоровья, в силу показаний. Ведь оральные контрацептивы не могут все 100% использовать, потому что для этого нужно обязательно сдать перечень определенных анализов, чтобы принимать оральные контрацептивы. Поэтому решать это всегда надо совместно со своим доверенным врачом. На сегодняшний день у нас Эскапел и Пастенор. Без рецепта врача можно спокойно это приобрести в аптеке. И желательно это использовать, эту экстренную контрацепцию, не позднее 72 часов с момента случайного контакта. Так. Но Как использовать часто? это часто, ну вот максимум это получается 3-4 раза в год, но не чаще. То есть 2 раза в месяц это, естественно, противопоказано, потому что он дает гормональный сбой. Поэтому увлекаться, конечно, нельзя. В последнее время мне так показалось, по крайней мере, исходя со слов и моей коллеги, о том, что в Таджикистане увеличилось количество патологий беременности после перенесенного коронавируса. По вашим наблюдениям, это так? Да, особенно в пандемию весной 2020 года. Те женщины, с кем мы планировали беременность или у которых наступила беременность незапланированная, обнаружилось очень большое количество неразвивающихся беременностей или беременности закончили самопроизвольными выкидышами. Потому что он точно так же, как и любой вирус, бесследно для организма человека не проходит. Ведь опасен не столько сам коронавирус, сколько его последствия. Длинный хвост. К сожалению, потому что, во-первых, он вызывает сильнейшее сгущение крови, поражение центральной нервной системы. По статистике, очень часто он дает обострение хронических метроэндометритов, любых хронических заболеваний. Если сказать более точнее, любых хронических заболеваний. Оптимальный, то есть период, через которое время можно, да, после перенесенного ковида можно будет планировать беременность? 6 месяцев, как минимум. Как минимум 6 как минимум. А желательно, если, я считаю, правильным, все-таки год. Потому что очень долго потом проблемы восстановить сложно. Человек вынужден обращаться сразу к нескольким специалистам, потому что не может понять, почему не происходит выздоровление. Предменструальный синдром. Как бы бывает очень сильный, бывает послабее чуть-чуть, но стоит ли его как-то лечить или корректировать? По себе просто знаю, что иногда это бывает прям очень тяжело. Предменструальный синдром – это синдром, почему именно синдром? Потому что это симптомокомплекс. Симптомокомплекс женщина предъявляет большое количество жалоб. В каком плане? То есть это и в плане изменения, получается, жалобы на депрессию, агрессию. То есть психоэмоциональный фон страдает в первую очередь. Второе – это момент, когда начинают беспокоить жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта. Это метеоризм, запор, диарея, тошнота в момент предменструальных изменений. И длиться это все может от 4-5 дней до 10-14 дней. Смотря в какой степени это выражается. Если это в легкой степени, то женщина работоспособна, ведь она живет в семье, она ходит на работу. Если это в средней степени, соответственно, уже эта женщина начинает беспокоить. Ну, а в тяжелой степени, это человек совершенно становится нетрудоспособным.
И, соответственно, страдает семья, потому что женщину очень сильно начинает это все беспокоить, и все эти проявления. Тогда приходится уже лечиться, обратиться к доктору, но лечение проходит у нас совместно с другими специалистами. То есть это и с эндокринологом, и с гастроэнтерологом, для того, чтобы женщине помочь снять всю эту симптоматику, помочь ей встать на ноги и вести нормальный образ жизни. И только в крайних случаях мы применяем уже гормональное лечение. В самых крайних случаях. А рекомендуем всегда здоровое питание, то есть правильную диету, исключение там острого, соленого, сладкого, потому что в этот момент идет задержка жидкости и прибавка веса, что женщину тоже начинает сильно беспокоить. Затем мы рекомендуем занятия спортом обязательно, и это очень эффективно. То есть это занятия йогой, фитнес, плавание, спортивные упражнения, они тоже закаляют и уже повышают иммунитет. И третьим пунктом витаминотерапия, которая очень обязательна в лечении. Это витамины группы А, Е, В, те, которые налаживают гормональный фон женщины, чтобы легче перенести предменструальный синдром. Полного излечения, конечно, мы не всегда можем добиться, но все-таки помочь женщине перенести это легче мы сможем. В каком возрасте подвержены женщины именно предменструальному синдрому чаще всего? Вы знаете, возраст разный. То есть это возраст может быть и у девушек, и у женщин репродуктивного возраста. Что самое интересное, ведь раньше считалось, что это все до замужества. Вот эти боли, тянущие внизу живота, которые тоже беспокоят женщину в этот момент предменструального напряжения. Это идет мастодиния, болезненность и нагрубание молочных желез. И много лет назад всегда говорили о том, что вот вы выйдете замуж, забеременеете, родите ребенка, и часть каких-то этих симптомов у вас исчезнет. И это действительно правда, потому что боли, тянущие внизу живота, они часто бывают связаны со стенозом шейки матки, который, соответственно, дает все эти вегетативные расстройства. Я имею в виду в плане тошноты, сильнейшей головной боли. Она идет как по типу мигренозной боли, потому что это сосудистая система. Представляете себе, да, насколько сложный предменструальный синдром, и без консультации невропатолога, эндокринолога. То есть это именно совместное лечение со смежными специалистами. Теперь за последние десятилетия мы отмечаем, что это идет и в возрастном репродуктивном. В репродуктивном возрасте, когда женщина уже имеет детей 3-4, казалось бы, этого уже не должно быть, но однако гормональный сбой, он же никуда не уходит. И у женщины, даже той, которая имеет детей, могут развиваться гормональные проблемы. И может наступить вторичное бесплодие. Это тоже не исключено. И чаще, конечно, это больше уже связано со стрессами. То есть у женщины могут быть стрессы на работе, у женщины могут быть стрессы в семье, а у нас гормональные все наши изменения напрямую связаны с работой головного мозга. Почему? Потому что отделы мозга, гипоталамус, гипофиз, они ответственны за правильную выработку гормонов. И, соответственно, любой стресс никогда для женщины бесследно не проходит. Раз он дает гормональный сбой, соответственно, подключается и щитовидная железа, и молочная железа, и яичники, потому что они работают как единый механизм. И если на каком-то этапе происходит изменение, идет нарушение всей системы. Менопауза, когда ее ждать? В среднем с 45 до 55. А климакс, который Климакс, предшественник? да, совершенно верно. Климакс – это предшествующий менопаузе. Сама по себе менопауза, мы уже выставляем диагноз менопаузы, когда у женщины отсутствие менструации в течение 1 года. В предшествующем климактерическом периоде он может начинаться, как даже преклимакс, уже с 38 лет, когда у женщины идет дефицит гормонов.
В первую очередь это, конечно, эстрогены. Когда падает уровень эстрогенов, у женщины начинаются гормональные сбои, задержки менструации, и женщина уже отмечает, что менструации стали скудными. Менструации стали скудными, и если женщина планирует беременность, беременность не наступает. И когда она уже обращается к гинекологу, потому что это ее начинает беспокоить, хотя еще может не быть приливов, может еще не быть раздражительности, изменения настроения, это еще может ничего не беспокоить. Однако скудность менструации и то, что не наступает беременность, женщину начинает беспокоить. И когда она уже обращается к гинекологу, и мы проводим полное клиническое обследование, тогда мы обнаруживаем, что уже, к сожалению, в яичниках запас фолликулов уменьшается. И что он наступает преклимакс состояние, когда женщина это должна принять. Хотя многих женщин это пугает. А отсрочить как-нибудь? Потому что они это расценивают как приговор. Ну да, там уже все стареет. Поэтому поход к гинекологу обязателен, потому что врач-гинеколог сможет все доступно и правильно объяснить, чтобы женщина это все приняла как должное. Это как какой-то определенный этап жизни, который мы должны пройти. Ничего страшного, пугающего в этом нет. Мы просто многое в себе должны переоценить и изменить. Отношение всех родных, близких к нам и в первую очередь самой себя. Ну, как-то иногда очень сложно. А отсрочить-то можно это все дело на какой-то период? Отсрочить можно, если это все наступает в более таком раннем возрасте, 36, 37, 38. Тогда мы стараемся женщине откорректировать после полного клинического обследования, подобрать тот препарат, может быть, просто пока на фитоэстрогенах, может быть, на гормональных каких-то препаратах, дать возможность, чтобы женщина пока чувствовала себя комфортно. Но в случае, если это уже патологические климактерические проявления, выраженные, когда эту женщину приливы беспокоят даже во сне, и до 20 раз в течение дня, а особенно ночью, или вот эта повышенная потливость, это опять мы возвращаемся к тому, что женщина теряет трудоспособность. То есть она начинает чувствовать себя больным человеком. Но не всегда она сразу идет к гинекологу, потому что идет изменение сердечного ритма, то есть тахикардия, могут быть повышение артериального давления. Идет она, соответственно, куда? Она идет к терапевту. Да, она идет к кардиологу, начинает долго себя обследовать, потом идет к невропатологу, так как у нее идет изменение настроения, то депрессия, то агрессия. Родные, близкие ее не узнают. И, естественно, они уже говорят о том, что, наверное, ты сошла с ума. Это начинает женщину сильно пугать, и она начинает бежать ко всем специалистам, кроме гинеколога. Я всегда радуюсь, когда смежные специалисты в последнюю очередь потом вдруг вспоминают о гинекологе и спрашивают: а как у вас с менструальным циклом? Может вам обратиться к вашему гинекологу? Это сложно, но это надо принять. Это надо принять, и опять же, как и при предменструальном синдроме, в первую очередь здоровое питание. То есть то, что нам раньше можно было есть очень многое, что надо будет исключить из своего рациона. Второе, опять же, идет физические упражнения, то есть опять йога, фитнес, плавание и ходьба. Именно ходьба, потому что у женщины за счет дефицита эстрогенов начинается прибавка веса. Женщина теряет свою красоту. Да. И что больше всего, например, начинает волновать наших женщин, что сейчас я стану внезапно, вдруг сразу превращусь, постарею. Я всегда объясняю, что все в ваших руках. От того, как вы это сейчас на данный момент примете, и как вы сможете изменить отношение к самой себе, у вас все будет отлично, и у вас все будет хорошо. И вы тогда сможете правильно пройти вот этот этап и прийти уже благополучно, красивой, здоровой, встретить, например, уже более пожилой возраст. Как мы обещали, в конце программы у нас традиционно розыгрыш. И тот, кто первый ответит на наш вопрос, а вопрос будет от Маргариты, на нашей странице в YouTube,
Фейсбуке, в Инстаграме или на нашем сайте, тот получит сертификат от медицинского центра Фараби, бесплатный прием у гинеколога, первоначальный осмотр. Всего сертификатов 4, на каждой платформе вы можете стать победителем. Если вы не успели на одной, значит вам на следующую. И вопрос у нас звучит следующим образом. В чем преимущество подкожного импланта, который используется как метод предохранения от нежелательной беременности? Спасибо большое, Маргарита. Спасибо вам большое. Вам дня. Всего доброго. Спасибо, что пришли. Я только спросить.